Доброго времени суток, дорогие друзья! Итак, сегодня с вами канал Автоплюс. И мы в этот прекрасный день для вас сегодня снимаем автомобиль Kia Stinger. Удивил людей корейский автопром. Машина смотрится очень спортивно, гоночно, шикарно, дорого и богато. Ну, это правда. Это, наверное, не один я замечаю. Многим людям нравится ее дизайн, как и внешний, так и наружный. В общем, и изнутри, и снаружи она людям нравится. Очень красивая машина. Это синий цвет, обтянутый в сатиновую матовую пленку, что дает вот такой вот шикарный вид. Реально, кто хочет попробовать, кто думает, колеблется, клеить пленку или нет, именно матовую, могу без сожаления, вообще без каких-либо сомнений сказать вам, что, пожалуйста, клейте и не пожалеете, потому что смотрится прям огонь, реально. Машина я вот владею уже полгода, купил ее в Алмате за 14,5 миллионов. Не каждый готов за Kia на вторичном рынке отдать такую сумму, но я рискнул и, честно скажу, я не пожалел, потому что машина удивила в хорошую сторону меня. Начиная с ее спортивных там ходовых характеристик до внешнего вида меня полностью эта машина устраивает. Если вот давайте коснемся внешки сначала. Купил я ее, она была без пленки, диски были такие же, эти же диски оригинальные, все, но 19 размера, но они были полностью все ушатанные, все в сколах. Бордюрка вот эта вот знаменитая, она прям была на всех колесах, на всех дисках, вернее. И что я сделал? Я узнал, сколько это стоит у нас, в нашем городе Костанай, обтянуть пленкой, заняться дисками, и цены прям баснословные, ну, неоправданно дорогие. Вот этот спорткар. В общем, цены реально очень дорогие, и я решил поехать в Челябинск, потому что это все в половину дешевле, а качество намного лучше, потому что все-таки там и конкурентов больше, ну, вы понимаете. Долго разглагольствовать не буду. Натянули пленку шикарно, ни одного пузырика, нигде ничего нет. Машина немножко грязная, не обращайте внимания. Как обычно, после мойки сразу дождь. Вот. Диски. Посмотрим на диски. Они выглядят абсолютно новыми. После вот этого вот, что мы, получается, полировали, красили, покрасили в графитовый цвет. Диски реально как новые стали выглядеть. Вот. Потом, что еще, какие проблемы в ней были при покупке? У нее были диски точные 2 раза. То есть при торможении машина вся вибрировала ужасно. Я не знаю, как прежний владелец на ней ездил. Ну, в общем, когда я ее купил, я сразу поменял тормоза. Тормозит она нормально. Я не знаю, почему все говорят, что вот тормозит она плохо. Я не знаю, на каких машинах ездили эти люди, что они так отзываются. Но я ездил и на BMW, и на Мерседесах, и на Camry 3.5. И я скажу, что здесь тормоза не хуже абсолютно. Я не чувствую. Хотя машина весит тонна 800 плюс-минус, там несколько килограмм. Вот. Этот вес дает уверенность на дороге. Она очень широкая, длинная и тяжелая. Вот из-за этого ты на дороге, когда едешь, прям ты чувствуешь, что все в твоих руках. Плюс подвеска, настроенная BMW-стами. Вот. Человек с BMW, как это все любят говорить, я тоже скажу, потому что, ну, если кто-то вдруг этого не слышал, услышит здесь. Подвеска настроена была человеком с BMW. Рисовали машину тоже немцы, поэтому у нее вот такой вот шикарный вид. Немцы все-таки умеют. Вот. Но и Kia молодцы, что обратились к знающим людям и создали автомобиль такого вида, такой красоты. В общем, это автомобиль у нас 2-литровый турбо, 247 лошадиных сил. И мне, честно скажу, поначалу мне хватало этой мощи, этой скорости, динамики. И в принципе и сейчас, но я знаю, что можно лучше, ведь у Kia Stinger есть двигатели 3.3 с 2 турбинами, вот, на 330 лошадиных сил. Там уже поинтереснее. До сотни я разгонял ее за 7 секунд, за 6,8, то есть колеблется там несколько миллисекунд, но
примерно округлить, если то 7 секунд до 100 она едет, это реально, я вот говорю сам, честно. В общем, что у машины есть? Электрические, ну, тут полная комплектация. Если вы уже смотрели другие видео, вы знаете, что в этой комплектации есть. Здесь у нас люк имеется, который выдвигается, и тут эта крышка, получается, она так поднимается и вот так лежит. С виду очень красиво с улицы, когда смотришь. Ну и снаружи тоже. Получается, что еще скажу? Ничего. Ну, что еще говорить? Машина реально красивая. По внешним признакам ни у кого нет никаких, наверное, претензий. Ну, только лишь вот говорят некоторые, что вот эти вот катафоты зачем придумали. Ну, говорят, у каждого свое мнение. Я вот смотрю на машину, я ее узнаю в потоке. Мне очень нравится и даже это решение. Все воздухозаборники у нее рабочие. То есть это не муляж, а действительно охлаждение тормозов. То есть видно, не видно, ну, в общем, отлично, все работает. Единственное, вот эти вот, это не воздухозаборники, а воздухозаглушки, как по-настоящему, если честно сказать. Вот, ну, давайте теперь присядем в салон, посмотрим. Вот. Видите, все электрическое, все шикарное. Дверь открывается широко, дверь большая. Музыка стоит, Hammond Kardon, 15 динамиков, 2 сабвуфера. Честно скажу, звучит шикарно. Реально, вот я не ожидал, что акустическая система штатная может настолько быть громкой, качественной, объемной. В общем, я только плюсы говорю пока что. Минусы я обязательно тоже затрону. Давайте присядем. Автомобиль имеет вот такой вот красивый кожаный руль. На комплектациях максимальных кожа действительно хорошего качества. На более бедных качество оставляет желать лучшего. На 70 тысячах уже оплетка руля обшарпывается, облазит. В общем, не очень хорошо все. Здесь все прекрасно. Сама торпеда, получается, мягенькая. Вот вы, наверное, нет, вы не видите. Ну, в общем, поверьте на слово. Торпеда мягенькая, кожаная, очень красивая и тактильно приятно. В принципе, в машине в этой тактильно приятно все, честно буду говорить. Алюминиевые вставки есть, вот это и здесь. Тут, короче, алюминий, реально. Здесь под алюминий, но не все. Вот это пластик, здесь действительно алюминий, ручки пластиковые. Вот, но сделано все шикарно, ничего не скрипит, не гремит, не болтыхается. В общем, в машине посторонних шумов вообще нет. Так, что добавить? Ну, говорят многие, что украли с Мерседеса вот эти вот дефлекторы и поставили в Стингер. Да, похоже. Может быть, в этих словах есть какая-то правда, но меня это никак не волнует, потому что смотрится все классно, мне нравится. Вот, подрулевые лепестки имеются у машины. В общем, ну что говорить, машина классно, все в ней есть. Вот, полная комплектация, когда это радует, действительно, потому что нет никаких заглушек, все кнопки, все на месте. Двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, подогрев задних сидений, обдув передних сидений, получается. Подогрев руля. Что еще у нас есть? Камеры 360 по кругу стоят, все прекрасно видно, паркуйся, прям миллиметруй, в общем, идеально. Камеры нормальные, никаких нареканий у меня к ним нет. На спидометре у нас 300, давайте заведем машину, посмотрим. Вот. На спидометре 300 километров в час. Будем надеяться, что это правда. Я ее настолько не разгонял. Я максимально разгонял 240 и дальше просто побоялся из-за нашего качества дорог в Костанае, поэтому вот так. Надеюсь, что разгоню как-нибудь, ну, хотя бы до 270. Думаю, больше не поедет. Ну, 280 максимум, но не 300. 300 это уже что-то нереальное. Кожаный салон красивый, боковая поддержка реально тебя держит. Сзади давайте пройдем.
Сам за собой я сяду. 1,80 м мой рост. Места хватает. Ну, не шикарно ли, друзья? Посмотрите. Я думаю, что очень классно все это выглядит. Давайте откроем наш люк. Замечательный. Дальше открывать не буду, потому что холодно на улице. Ну и после мойки там, наверное, все мокрое сверху, поэтому не хочу. Так, что еще добавить? Давайте покажем быстренько подкапотку вам. Подкапотка у нас серьезная. Места много. Потому что здесь должен был 3.3 еще влезть. Поэтому вот так. Это два, как я уже говорил, два турбо. 247 лошадей и полный привод. На дороге показывает себя шикарно. Этот полный привод. Он едет действительно как полный привод, и это внушает уверенность на дороге. Как зимой, так и летом. Поэтому, друзья, если думаете, покупать или нет, я ездил раньше и на Мерседесах, и на BMW, и так получилось, что я продал их. Они были старенькие, и мне нужно было купить что-то новое, свежее. Я купил вот этот автомобиль 2019 года, и я не жалею абсолютно. Рулится, управляется, едет очень хорошо. Ну и это полная комплектация, это GT-Line. Поэтому внутри плюшек очень много. Салон красивый. Ничего лишнего, никаких там чрезмерных понтов. Все строго и красиво. Минусы машины такие, как я уже говорил, что на 70 тысячах километров уже 2 раза точили тормозные диски. Тормоза у них как бы не самые лучшие. Но я поменял их, тормозит нормально. Не знаю, посмотрим. На версиях 3.3 стоят тормоза Brembo, и Brembo вы уже знаете, тормозят они шикарно. Это я лючок открыл.